С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, я рада приветствовать вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре сегодня 22 октября, четверг, и сегодня Международный день заикающихся людей, а в России День финансово-экономической службы вооруженных сил и День без бумаги. И по иронии судьбы, что именно сегодня, 22 октября, отмечается и день рождения ксерокопии. Понятно, что День без бумаги – это экологическая дата. Также 22 октября Нижнему Новгороду было присвоено его историческое название. И отсюда вопрос. Знаете ли вы, как этот город, Нижний Новгород, назывался в советское время? Свои варианты ответов присылайте на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно зачитаем все ваши варианты. Ну а сейчас по традиции давайте обратимся к синоптикам и узнаем, какую погоду они обещают нам сегодня. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 11, минус 15 градусов, также минус 5, минус 8. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила минус 12, минус 14, а днем ожидается минус 7, минус 8. В Вилюйской группе улусов минус 8, минус 12, это утренняя температура, а дневная минус 2, минус 6. В Нижнеленских улусах минус 7, минус 11, это температура минус 1, минус 6 градусов. В Колымо-Индигирских улусах минус 4, минус 15, это утренняя температура, а дневная минус 2, минус 15. В Вианских улусах минус 12, минус 19, это утренняя температура, а дневная минус 8, минус 17. На северо-западе 6 часов утра температура воздуха составила минус 12, минус 15, а днем ожидается минус 10, минус 13 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 7 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. И днем ожидается минус 5, минус 7 градусов. Многие считают, что эпоха киберпанка уже наступила. Мы живем в огромных городах, опутанных невидимой сетью, обмениваемся мыслями через интернет, наблюдаем в новостях, как больные люди восстанавливают свои возможности при помощи киберпротезов, а крупные корпорации запускают собственные космические корабли. Возможно, это уже и так, ведь недавно компания Sony разработала интересный гаджет – контакт. А между тем в Венеции установили необычную скульптуру. Две огромные руки поднимаются из воды и подпирают стену знаменитого в Венеции отеля. По замыслу художника скульптура должна обратить внимание людей на проблему повышения уровня воды Мирового океана, что может привести в итоге к разрушению всей Венеции. По сравнению с началом 18 века уровень воды в городе вырос на 60 сантиметров. Помимо этого, сами острова, на которых стоит Венеция, в последнее время уходят под воду со скоростью 1,5 миллиметра в год. Такими темпами жизнь в самом знаменитом городе на воде станет невозможной уже через 70 лет. Вот такие любопытные новости. Если у вас есть чем с нами поделиться, смело отправляйте свои сообщения на наш WhatsApp номер 8 914 272 279 2262. И, кстати, у нас уже есть, конечно, правильные ответы на мой вопрос, как ранее, как в советское время назывался Нижний Новгород. И, конечно же, он назывался Горький. Очень много правильных ответов. Я рада, что у нас такие начитанные телезрители. И как вы знаете, что в 1932 году он стал Горьким, а в 1990 году, именно 22 октября, ему снова присвоили его историческое название. То есть вернули, получается. Ну что ж, немножко поумничали, а теперь пришло время размяться и сделать зарядку.
Всем доброе утро! Меня зовут Лена Васильева, я фитнес-инструктор, работаю со взрослыми и детьми. И сегодня мы с вами будем выполнять классную, бодрую зарядку. Как мы разминаем корпус, да? То есть порой бывает очень сложно делать определенные движения. Ставим одну ножку вперед. Полусогнутая, вторая тоже назад. Получается полувыпад, да? Ручки ставим на плечевой сустав. Я стану вот так. Присели. И мы с вами отправляем корпус в сторону. Раз. И вы уже почувствуете, как у вас растягиваются мышцы нашего кора. Раз. И два. И три. 4. Отлично. Поменяли. Точно так же. Стопа у нас ровно, даже чуть-чуть косолапа, да? Встали. Поставили руки и в другую сторону. Сильно не надо делать наклоны, только корпус. Хорошо. В стороны. В стороны и еще 2 раза. Раз и 2. Есть. Сняли, встряхнули. Хорошо. Дальше тазобедренный сустав. Здесь знакомое, да, упражнение? Вокруг. Вокруг и обратно. Раз, 2, 3, 4. Оставили ноги в таком же положении. Разминаем внутреннюю поверхность бедра, то есть отправили таз назад, сюда и делаем пружинистое упражнение. 8, 7, 6. Тянем. 4, 3. В хорошем настроении. Меняем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Встали на правую ногу. Она у вас полусогнутая. По 4 раза сделаем наклоны. Спина ровная. Коснулись аккуратно. И на выдохе вверх. И еще раз. Это упражнение отлично прорабатывает наши мышцы-стабилизаторы. Да? Вдох. Ягодицы, ноги. И еще один раз. Оп. Вдох. И выдох. И это отличная тренировка на баланс. Меняем ножку. Полусогнутая обязательно. Раз. На выдохе. 2. Колено вверх. Держим свой корпус. Под контролем. Не надо вниз плюхаться. Да? Еле коснулись пола. И встали. Выдох. Есть. Еще раз вдох. Выдох. И на носочки встали. Вдох. И опустились здесь. Покачались, расслабили поясницу, усталость все убрали, круглой спиной встаем. Себе обязательно похлопайте. И я вам желаю отличного дня. До встречи! Верите ли вы в гороскопы? А ведь они пришли в нашу жизнь на волне демократических перемен, происходивших в стране в начале 80-х годов. Вся эзотерика и астрология, в том числе, находившаяся в советское время под негласным запретом, мощным потоком обрушилась на наши головы. Не прогноз, а гороскоп в программе «Новый день». Овен. Нет причин для беспокойства. День складывается удачно, вам многое дается легко. Новые идеи хороши, чего бы они ни касались. Телец. Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию. Близнецы. Вас ожидает успех в любой работе, которая связана с умственным трудом, а вечером стоит разнообразить свою романтическую жизнь. Рак. Удачный день, обещающий хорошее настроение и перемены к лучшему, и новые отличные идеи, которые удастся реализовать немедленно. Лев. Легкий и удачный день. Появляются оригинальные идеи, касающиеся работы, а также интересные планы личного характера. Вы полны энергии и способны успеть очень многое. Дева. Могут возникать кое-какие проблемы, но вы быстро справитесь с их решением. Вы не теряетесь в неоднозначных и сложных ситуациях, сохраняете не только душевное равновесие, но и ясность мысли. Весы. Сегодня вам присуща не только редкая проницательность, но и удивительная артистичность, которая поможет предстать перед окружающими в совершенно новом образе. Скорпион. Можно строить долгосрочные планы и приступать к их реализации. Вторая половина дня щедра на приятные сюрпризы.
Стрелец, что бы ни происходило в этот день, сохраняйте уверенность в своих силах. Все преграды можно преодолеть, нужно лишь не сдаваться и идти вперед. Козерог, утро будет плодотворным, всего за несколько часов вы добьетесь результатов, о которых раньше можно было только мечтать. Возможно, интересные знакомства, отношения, начинающие как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Водолей. Первая половина дня складывается удачно. Это благоприятное время для посещения государственных организаций, общения с чиновниками, составления важных документов. Рыбы. Первую половину дня следует использовать максимально эффективно. Именно в это время вы сможете добиться отличных результатов практически в любом деле. Можно браться за что-то совершенно новое. Доброе утро всем тем, кто только что присоединился к нашей программе. На календаре сегодня 22 октября, четверг. За окном уже уверенный минус, снег, который... Расскажите, пожалуйста, как избежать травматизм, гололед? Есть какие-то общие правила? Основное правило, конечно же, при гололеде — это быть очень осторожным, одевать не скользящую, главное, удобную обувь. При движениях по льду или скользкой поверхности на улице, при переходе дорог не спешить, ходить неспешными шагами на полусогнутых коленях. Ага, все-таки походка должна быть определенная, то есть полусогнутые колени, шаги, наверное, должны быть такие шаркающие. Все верно? Да, шаркающие, скользящие, да, чуть-чуть полусогнутых. И смотреть не перед собой, а желательно под ноги, чтобы не подскользнуться. А обувь какой должна быть? Вот. Дамы носят каблуки. Можно ли в этот период носить каблуки? Но желательно отказаться от высоких каблуков. Не выше 5 сантиметров желательно. Каблуки и подошва из нескользящих материалов. Ну и каблук должен быть, резины. наверное, устойчивый, скорее всего, да? Не шпилька. Да, абсолютно верно. Скажите, а вот как, если вот падения не избежать, как правильно следует падать? Но желательно, если уже придется, как говорится, подскользнувшись, упасть, то необходимо успеть сгруппироваться и упасть желательно на бок. Руки собрать под себя, не на вытянутых руках. То есть и вот так вот на нужно, левый да? или правый бок.
Да. Вот хотя так вот нужно падать. Колени Да. при этом, ну, во время падения, конечно, у нас мы не вспомним, как следует правильно падать, да, чтобы это было на автоматизме. Да. То есть, получается, руки нужно держать таким способом, ноги желательно тоже, да, И немного согнуть надо. согнуть. Желательно постараться присесть Ага. и упасть на бок. А какие травмы чаще всего получают люди, которые вот подскользнулись на дороге во время гололеда? Ну, в основном это растяжение связок, сухожилий, ушибы очень частые, более серьезные переломы костей конечностей. Это наиболее тяжелые травмы при падении, подскользнувшись. А если, допустим, человек идет и увидел, что рядом вот упал другой человек, пешеход, и подскользнулся, упал, больно ему, вот какую помощь ему следует оказать, вот первую помощь? Но самая первая помощь — необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Самим ничего не нужно делать. Лучше не пытаться. То есть положить на бок, может быть, там что-то под голову подложить. Такие вот манипуляции, они нужны или нет? Ну, конечно, можно под голову подложить, обеспечить более удобное положение для пострадавшего человека. Ну и затем скорая помощь. Мгм. Дмитрий, ну вы как травматолог наверняка уже для себя заметили, да, в какой период чаще всего обращаются к вам люди с травмами, то есть в этот период, да, во время гололедицы, или в течение всего зимнего периода, может быть даже летом. Вот есть какая-то статистика? Но основной наплыв пациентов происходит, конечно же, в октябре, в ноябре, начале года, или же весною, в марте или апреле. То есть получается Когда-то. все-таки в период гололеда Да. больше всего людей, да? Что ж, огромное спасибо вам, Дмитрий, за полезные советы. Я напоминаю, что у нас на связи был врач-ортопед, травматолог Дмитрий Павлов, который только что дал нам полезные советы, как нужно вести себя во время гололеда. Надевайте правильную, удобную обувь. Сейчас в этот период лучше избегайте, девушки, высоких каблуков. Лучше это будет пусть короткие, невысокие, устойчивые каблуки и обязательно не скользящая подошва. Ну а мы продолжаем наш эфир. Сейчас, в период пандемии, все мы активно закупаемся масками, антисептиками. И между тем компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Вся продукция российского производства имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный, рассчитан на 50-60 квадратных метров, безопасен, закрытого типа. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека. Этот картридж можно носить с собой как бейдж. Срок действия с момента вскрытия 13 дней. Есть детские и взрослые. Для организаций, магазинов, школ и так далее. И, конечно же, маски медицинские. В упаковках по 10-50 штук. Антисептики для рук. Объем 20 мл. Очень удобно брать с собой. По осени, как правило, мы занимаемся заготовками на зиму. Традиционно тещин язык, лечо, аджика из помидора и свеклы. Я еще обязательно готовлю борщевую заготовку на зиму, а еще советуют приготовить тушенку. Ведь домашняя тушенка, заготовленная по осени, это сытый и питательный стол зимой. Но тушенка не простая, а рыбная. Сегодня у нас музей осенних рецептов, и мы будем готовить борчу. Это блюдо у нас, ну, так скажем, северного происхождения. Его у нас готовили одни из наших соседей, тунгусу, так скажем. Это рыбное блюдо, один из вариаций его консервации на долгое хранение. Ну, она у нас будет состоять из гальяна, основной компонент, и из внутреннего жира. Ну, конечно, можете по вкусу уже добавлять соль, специи, это уже на ваше усмотрение. Ну, как будет происходить у нас процесс готовки? Ну, сперва мы готовим рыбу, мы его варим, доводим до кашеобразного состояния. Рыбу берем, ну, тоже сколько вам надо, на ваше усмотрение. В нашем случае гальян, ну и можно разного происхождения рыбу. И как раз если говорить вот про борчу, мы готовим это, так можно сказать, более такой якутский вариант
как готовили наши предки. Но так как это блюдо такого тунгусского происхождения, то они его готовили довольно интересно. Они рыбу вялили до разных размеров, можно и крупную рыбу готовить, растолоть до порошкообразного состояния. Вода кипит активно. И солим. Ну, солим по вашему усмотрению. Кто любит соленое, чуть побольше соли. И добавить других вкусов. Ну и начинаем перемешивать. У нас рыба вот начинает уже готовиться активно. Жир у нас заменился, конечно, растительным маслом. На нем наши предки и жарили, и добавляли в еду. Ну, его плавят. Как мы видим, сковородка накаляется, становится уже горячая, и вместе с этим у нас плавится жир. Достаем рыбу, кладем в отдельную посуду и уже добавляем до полного остывания. Ну и момент истинной дегустации. Ну, масло у нас схватилось. Ну, на вкус неплохо. Очень, правда, жирная, так как это очень много масла, жира. Внутренний жир. 8922262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Вдруг у вас сегодня памятная дата, день рождения, свадьба, юбилей. Мы обязательно прочитаем все ваши поздравления, ведь приятно начинать день именно с таких замечательных слов. У нас есть несколько сообщений. Например, абонент с последними цифрами 7413 так обрадовал нас сегодня. Доброе утро, дорогие наши любимые работники программы «Новый день». С добрым, бодрым утром. Отличного рабочего дня. Очень приятно читать такие ваши сообщения. Так что радуйте нас и друг друга своими WhatsApp-сообщениями. Ну а сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Мы встретимся в этой студии через несколько мгновений.
Жизнь без алкоголя – залог успеха. Так называется акция, которую проводит прокуратура Якутии совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Целью акции является профилактика причин и условий, способствующих употреблению алкоголя и совершению преступлений. И в рамках этой акции мы пригласили сегодня первого заместителя председателя Государственного комитета нашей республики по занятости населения. Необходимой специальности, ведь это существенно снижает его шансы на трудоустройство. Как в этом случае им поступить? Как можно помочь? Начну с того, что действительно преступность и алкоголизм – это результат невостребованности человека, а безработица и отсутствие стабильных доходов зачастую являются толчком для совершения противоправных действий. Понимая всю важность проблемы, Госкомитет занятости республики всемирно поддерживает и принимает активное участие в акции «Жизнь без алкоголя. Залог успеха». Что касается отсутствия профессионального образования, действительно, его отсутствие существенно снижает шансы гражданина на трудоустройство. Однако это нельзя позиционировать как проблему. Одно из важных направлений политики занятости – организация профессионального обучения безработных граждан. Ежегодно с помощью службы занятости населения республики проходит профессиональное обучение более 2500 безработных и незанятых жителей республики. Подчеркну, что для граждан обучение бесплатно. В связи с ограничительными мероприятиями по распространению коронавирусной инфекции в этом году мы организовали обучение с применением дистанционной формы обучения. На сегодняшний день приобретают новую специальность, профессию более 2000 человек. Обучение безработных и незанятых граждан осуществляется по 91 образовательной программе по наиболее востребованным профессиям на региональном рынке труда, таким как водитель, машинист бульдозера, экскаватора, погрузчика, оператор котельной, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрогазосварщик, электромонтер, бухгалтер, повар. Курсы основы предпринимательской деятельности пользуются особой популярностью у граждан для создания собственного дела. Сегодня прошли обучение и получили субсидию на создание собственного дела 130 безработных граждан. Основные сферы деятельности новых предпринимателей – это общественное питание, торговля, оказание бытовых услуг, изготовление изделий, деятельность автомобильного грузового транспорта. Кроме этого, в целях дальнейшего трудоустройства в промышленность сейчас проходит обучение 380 человек по профессиям горнорабочий подземный, проходчик, дробильщик, оператор технологических установок, слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования и другим. В целях восполнения потребностей работодателей в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции, органами службы занятости принят ряд мер. В том числе разработана новая программа обучения безработных граждан по профессиям, востребован в строительной отрасли и дорожном хозяйстве. Согласно плану обучения, мы запланировали обучить 320 человек до декабря 2020 года с учетом гарантированного трудоустройства в этих отраслях экономики. Елена Виссарионовна, скажите, а кто может пройти профессиональное обучение? На профессиональное обучение службой занятости направляются граждане, зарегистрированные в качестве безработных и незанятые граждане. В случаях, если невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой профессиональной квалификации, если необходимо изменить профессию, специальность или род занятий в связи с отсутствием работы, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане по истечении 6-месячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, жены, мужья военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпускники общеобразовательных организаций, граждане, впервые ищущие работу и ранее не работавшие, при этом не имеющие квалификации, граждане, получающие социальную помощь на основе социального контракта. Подчеркну, что в период обучения безработным гражданам выплачивается стипендия при необходимости проезда места обучения и проживания. А есть возможность устроиться на работу в промышленные компании, которые находятся на территории Якутии? Безусловно, наша республика традиционно является регионом активного промышленного освоения. Для оказания содействия жителям республики в трудоустройстве в промышленность Госкомитет с 2017 года реализует проект «Местные кадры в промышленность». Сегодня в проекте участвуют 34 компании. Основными направлениями сотрудничества являются трудоустройство сельских жителей в промышленные компании, профобучение незанятых граждан на краткосрочных курсах с последующим трудоустройством, стимулирование трудовой мобильности населения из сельской местности в районы промышленного освоения. Сегодня промышленные компании, участники проекта, сообщают о 1000 вакансий на 2611 свободных рабочих мест.
Требуется рабочие на Чаиндинское нефтегазоконденсатное месторождение, в угледобывающей компании, в Иркутскэнерго, в компании ЮТЭК. За 9 месяцев текущего года мы трудоустроили 4805 жителей республики. Из них 2500 – это молодежь. И почти Что ж, 1000 из сельской Елена местности. Виссарионовна, огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Я напоминаю, что только что на связи у нас была Елена Калашникова, первый заместитель председателя Государственного комитета по занятости населения. Проект Республики Саха-Якутия «Местные кадры в промышленность» реализуется с 2017 года. В пилотной апробации проекта приняли участие 5 промышленных компаний. Сегодня участниками проекта являются 34 компании. Проект «Местные кадры в промышленность» расширяется на важнейшие отрасли экономики Якутии: строительство, дорожное хозяйство, энергетика и транспорт. Госкомитет занятости Республики Саха-Якутия проводит подбор работников для трудоустройства на предприятиях этих отраслей. Требуются работники в строительстве, в дорожном хозяйстве, на Чаиндинское месторождение. Информацию о наличии вакантных рабочих мест можно узнать на сайте www.gkzn.saha.gov.ru. Найди достойный труд вместе с нами. К сожалению, с каждым днем количество случаев заражения COVID-19 увеличивается, закрываются школы, учреждения, люди переходят на удаленную работу. Но на это можно посмотреть и с другой стороны, ведь пандемия дала невероятный толчок техническому креативу всех людей из всех стран и континентов. И в интернете мы нашли самые удивительные антивирусные гаджеты. Благодаря пандемии появилась целая антивирусная индустрия. Но защитные средства должны быть не только эффективными, но и стильными. Мрачная маска больше не скроет вашу улыбку. Программисты придумали, как передавать эмоции с помощью светодиодов. Они вшиты в аксессуар, реагируют на голос и управляются через смартфон. Но это еще не самое оригинальное коронавирусное изобретение. Не, свежий воздух, классно. Прохладненько. Защитная маска фильтрует воздух прямо у вас под носом. Интернет-пользователи только плечами пожимают от удивления и ставят лайки техническому прогрессу. Но скептики убеждены, что в дезинфекции нуждается не только окружающая атмосфера. Но сегодня и для этого имеется отдельный гаджет. И я его теперь использую каждый день. Сейчас перестраховаться, завтра по больницам не тусоваться. Такие ультрафиолетовые санитайзеры стали появляться на рынке сразу после начала пандемии. Прибор убивает бактерии на смартфонах, наушниках и других вещах, которые мы постоянно держим в руках. Правда, продезинфицировать все поверхности, к которым приходится прикасаться в течение дня, вряд ли получится. Тогда бороться с коварным вирусом помогает смекалка. Подошли, там нажали на кнопку лифта или домофона, зажгли, все, произошла дезинфекция. После каждого прикосновения вирусы на скрепке погибают в огне. А эти ребята пошли дальше и придумали альтернативные дверные ручки. Инновация теперь позволяет без стеснения открывать любые двери буквально ногами. А жительница Канады Кэролайн Эллис не смогла оставить маму без поздравлений в День матери. Но из-за пандемии обниматься может быть опасно, особенно для пожилых людей, входящих в группу риска. Тогда Эллис придумала специальное приспособление для бесконтактных обнимашек. Оно состоит из полиэтиленового экрана, к которому приделаны 4 рукава, по 2 с каждой стороны. Просовывая руки в рукава, можно безопасно обниматься.
Доброе утро. Мы напоминаем, что на этой неделе в Якутии стартовала акция «Жизнь без алкоголя. Залог успеха». Эту акцию организовала прокуратура нашей республики совместно с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Также в ней участвуют и другие ведомства Якутии. И я рада представить вам нашего следующего гостя. Это Ирина Никифорова, заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес». Доброе утро, Ирина. Очень рада вас видеть в нашей студии. Ирина, скажите, пожалуйста, куда можно обращаться с гражданам, которые хотят открыть свое дело? Вот куда обращаться для первичной информации? Да, безусловно, у человека, который решил открыть свое дело, возникает множество вопросов, начиная с выбора сферы деятельности. Но тут важно помнить одно, что лучше выбирать сферу деятельности, исходя из своих каких-то профессиональных компетенций, может быть, талантов, опыта и интереса. Тогда ваше дело будет приносить вам и прибыль, и моральное удовлетворение. А по всем вопросам начала предпринимательской деятельности и развития предпринимательской деятельности вы можете обращаться в наш центр «Мой бизнес». Сейчас из-за пандемии мы работаем в онлайн-режиме, консультируем. Вы можете позвонить по номеру бесплатной горячей линии 8 800 158 80, а также написать у нас по линии прямых обращений на портале малого и среднего предпринимательства Якутии. Мы ответим на все ваши вопросы. Ирина, скажите, а как зарегистрироваться индивидуальному предпринимателю? Какие необходимы документы? Да, для регистрации вы также можете обратиться в наш центр «Мой бизнес» по предварительной записи. Для документа для регистрации вам нужен только паспорт и знать номер своего ИНН. Регистрация занимает до 5 рабочих дней, и услуга оказывается бесплатно. Кроме того, вы можете зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе и в МФЦ «Мои документы». А кто такие самозанятые люди и чем они отличаются от индивидуального предпринимателя? Да, в Якутии с 1 июля стартовала самозанятость. Самозанятый – это человек, который оплачивает налог на профессиональный доход. Этот налог составляет 4%, если доход пришел к вам от физического лица, и 6%, если доход пришел к вам от юридического лица. Также самозанятый не может иметь наемных сотрудников, он работает сам, и его доход не может превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. А как зарегистрироваться в качестве самозанятого? Надо ли это делать и как оплачивать налоги? Надо ли это делать, это решать, наверное, уже гражданину, да? Зарегистрироваться очень просто, не нужно посещать налоговый орган. Вам достаточно скачать мобильное приложение на свой гаджет в Play Market или в App Store. Оно называется «Мой налог». Также оплачивать налоги вы будете также в приложении, то есть там все очень просто. Вы вносите данные об оказанной услуге, передаете клиенту электронный чек, и приложение уже само формирует на каждое 25 число месяца, сколько вы должны оплатить уже за этот месяц. А какими мерами государственной финансовой поддержки может воспользоваться предприниматель? Вся информация о мерах государственной поддержки, она размещена у нас также на портале малого и среднего предпринимательства Якутии. Я сейчас остановлюсь, наверное, только на финансовой поддержке, потому что мер поддержки у нас достаточно много. В этом году у нас было реализовано 2 мероприятия по субсидированию затрат. Мы субсидировали затраты предпринимателям, занятым в сфере придорожного сервиса. Это кафе, шиномонтаж и гостиницы, которые вот на дороге ходят с федеральной трассе, а также предпринимателям, занятым местным производством. Кроме того, и Министерством предпринимательства Якутии было реализовано 7 антикризисных мероприятий для предпринимателей пострадавших отраслей, которым пришлось в пандемию закрыться. Первый этап у нас прошел в июне. И по второму этапу отбор заявок прошел 16 сентября. Сейчас идет. Что ж, огромное спасибо, Ирина, за полезный совет. Я желаю вам удачи и отличного настроения в течение всего дня. Я напоминаю, что только что на связи у нас была заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес» Ирина Никифорова.
Я очень рада, что вы не забываете про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. У нас есть замечательное поздравительное сообщение от абонента 2600. Это последние цифры этого абонента. И он пишет: доброе утро. Поздравляем невестку Наталью Лазареву, проживающую в селе Соскайлах, с днем рождения. Желаем семейного счастья, любви, удачи, всех благ. И подпись Казаковы. Мы присоединяемся к этому поздравлению. Наталья, с днем рождения. Всего хорошего вам. А между тем на календаре сегодня 22 октября, четверг. А это значит самое время озвучить, какие фильмы сейчас идут в кинотеатрах. Ведь надо планировать свои выходные. Однако не забывайте, что в кинотеатр нужно приносить и надевать маски. Итак, сегодня в кинотеатрах нас ждет премьерный показ семейной комедии с Робертом Де Ниро и Умой Турман в главных ролях, а также ждет грустная комедия под названием «Король Стейн-Айленда». Ну, все подробности в нашей постоянной рубрике «Киноафиша». Крутые у тебя татухи. А что за цифры на руке? Это день смерти отца. Он был спасателем и погиб на пожаре 17 лет назад. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру драматической комедии «Король Стейтен-Айленда». Что ты с ним возишься? Ему 24, дорогуша. Что вы... Новая работа современного американского режиссера Молли Раджада Апатоу, создателя «Немножко беременна» и многих других лучших комедий последних лет. Теперь его главный герой – великовозрастный балбес, который до сих пор живет с мамой, тусуется с друзьями юности и ничем особо не занят. Хотя сам себя считает выдающимся тату-мастером. Правда, даже его лучшие друзья сомневаются в его таланте и мастерстве по этой части. И вот однажды мать героя ставит ультиматум, и ему приходится все-таки съехать. Так, 24-летний Скотт вынужден учиться жить самостоятельно. Пора уже взрослеть. Время летит быстро. Как думаешь, зачем я курю? Чтобы его притормозить? Король Стейтен-Айленда. Мне кажется, я никогда не оправдываю ничьих надежд, вечно всех разочаровываю. Спасибо, что выслушала. Хоть кто-то относится ко мне по-человечески. Всегда пожалуйста. Как тебе живется у дочери? Хорошо, только мне отдали комнату внука, и его это не слишком обрадовало. На чердак? Мы семья и должны чем-то жертвовать. Семейная комедия «Дедушка» нелегкого поведения – история о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить. Ты правда хочешь войны? Я не сдамся. Я налил острый соус в кофе. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. А между тем в Якутии стартовал первый этап республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». 300 перспективных специалистов и управленцев пройдут обучение, а 10 победителей получат гранты на обучение в лучших вузах страны и мира и будут включены в управленческий кадровый резерв республики. И я рада представить вам победителя прошлогоднего конкурса Ивана Жданова, который, я уверена, пришел к нам со словами напутствия. Иван, доброе утро. Доброе утро. Надо пояснить нашим телезрителям, что «Таланты Якутии» – это обновленное название деловой игры «Министр». Скажите, Иван, вот что вам дала победа в этом конкурсе? Ну, в первую очередь, конечно же, именно победа дает несколько возможностей. Первое – это возможность получить образование в одном из лучших высших учебных заведений мира. Да, ну и вторая возможность – это, конечно же, заявить о себе как специалисте, как управленце,
навыки которого были оценены внешней комиссией, которая состояла из профессионалов, которые занимаются непосредственно подбором управленческих кадров для различных структур, частных, государственных, а также на государственную службу. Ну, пригодились ли вам новые знания, навыки в вашей вот работе? Может, вас повысили? Ну, нового как такового я, наверное, скажу, что нет, потому что конкурс все-таки имеет формат не обучающий, а он дает возможность проявить уже те навыки, которые вы выработали за опыт работы, и проявить себя именно на площадке среди таких же мотивированных абсолютно людей, которые также проходили очень жесткий отбор для того, чтобы выйти в финал. Ну, безусловно, могу сказать, что та стратегия поведения, которую я для себя выработал для участия в конкурсе, я ее транслирую сейчас на текущем месте работы и считаю, что это достаточно успешно. Вот вы сказали, что победители получают уникальный шанс пройти образование в лучших вузах страны и мира. Да? Вот, Иван, где вы прошли обучение? Еще, к сожалению, не удалось пройти обучение, потому что эпидемиологическая обстановка в мире, она не внесла свои коррективы. Ну да, мне представилась возможность, и я выиграл сертификат на обучение в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, в США. Ну, надеюсь, что в 2021 году мне удастся съездить. Выехать, да? Да, обязательно. А на какую специальность будете? Ну, это техническая специальность, да, будет, скорее всего? Это техническая специальность, так как вуз, он очень многопрофильный, то есть там курсы абсолютно разных направленностей, и у нас нет ограничения по выбору, то есть, скорее всего, я буду выбирать именно курс, больше связанный с управленческой деятельностью, возможно, с выездом на какие-то местные предприятия для того, чтобы посмотреть, как работают. А сколько времени займет обучение там? По-разному. Курсы, все зависит от самого курса. Ну, в среднем от 2 недель до месяца это курсы, которые наиболее там же распространены. необходимо знание английского языка, да? Все-таки обучение на английском будет? Да, не ниже среднего там знания английского требуется, в зависимости от курса. Ну, в целом, также есть курсы для тех ребят, которые, например, слабо владеют английским языком. Есть курсы, которые идут с переводом на различные языки. То есть вузы международные, они такой практики придерживаются. Ага. А вообще на этот конкурс, да, «Таланты Якутии» раньше назывался, министр, нужно прийти вообще изначально со своим проектом или вообще как это происходит? Нет, никаких специальных проектов для этого готовить не нужно. Для того, чтобы принять участие, нужно просто заполнить анкету на портале самого конкурса, который везде транслируется. Видеозапись, зачем тебе это нужно, какие цели ты преследуешь и насколько ты мотивирован. И дальше ты идешь участвовать в отборе среди всех. А как победить? Вот вообще вы сказали, жесткий отбор достаточно проходит, да? Вот какими навыками, какими характеристиками нужно обладать, да? Каким характером, чтобы стать в числе победителей-то? Ну, для начала, для того, чтобы пройти отбор и выйти в очные, ну, в этом году это будет дистанционные, но тем не менее, вот финальную часть конкурса, конечно же, нужно обладать минимальными общими знаниями, общеобразовательными, для того, чтобы пройти тесты по математике, там, по русскому языку, по литературе. То есть они несложные, но, тем не менее, не стоит на этом этапе немного к нему относиться снисходительно, лучше подготовиться, все-таки что-то почитать. Нет ничего сложного, обычная школьная общеобразовательная программа. Уже на очном этапе, конечно же, нужно, ну, и лично я для себя выбрал такую манеру поведения, как уже ранее сказал, не рваться вперед, не выкрикивать. Все-таки мы работаем больше в команде, несмотря на то, что оценивают личные качества. То есть выслушивать мнение людей. И самое главное качество вот победителей, ребят, с кем вот мы вместе шли, я выявил то, что каждый из нас был готов для результата команды пожертвовать, например, своим каким-то решением, потому что все мы амбициозные ребята, у всех есть свои мнения, и каждый пытается отстоять свою точку зрения, но иногда для победы команды все-таки нужно, возможно, выбрать одно из мнений твоего коллеги. Понятно, Dream Team, не якорь, да? А вот кто принимает решение, кто определяет победителей? Вот экспертная комиссия, то есть она назначается руководителями проекта отдельно, то есть, насколько я знаю, это люди из Высшей школы инновационного менеджмента, также приглашенные эксперты какие-то, то есть это люди, которые ходят вокруг, они смотрят за каждым участником, делают какие-то свои пометки, ну и по итогам какого-то
идет ранжирование, выставляются баллы, определяются победители. Что ж, огромное спасибо, Иван, за участие в нашей утренней программе, за такие советы. Я думаю, что они пригодятся всем потенциальным участникам этого кадрового конкурса. Ну, а я с вами прощаюсь. Через несколько мгновений встречайте моих коллег Гея Джелусо. Всем доброго утра.